Итак, мы пишем видео на тему Кромвель как танк Светляк. Давайте мы испытаем наш Кромвель. Это средний танк британской ветки. Скорость у него довольно приличная, 64 км в час. Ну и мы попали в Руинберг. Причем в команду даже 8 уровня. Посветить в таких условиях, ну, конечно, практически сразу попадаешь, что называется, в зону обстрела тяжелых танков с одного выстрела, и Кромвеля нет практически. Но тем не менее, давайте мы посмотрим, как можно посветить даже в этих условиях, и сможем ли мы принести какую-то пользу для наших восьмерочников. Что в этом будет полезного? Руинберг — это городские условия с небольшим открытым пространством, и здесь можно высвечивать, пробегая между домами в кварталы или выбегая вот на это чистое поле. Но когда выбегаешь на чистое поле, тебя тут сразу быстренько подбирают. Ну и на чистом поле, если выдвигается ряд танков, то ты их высвечиваешь. Мы сейчас ждем, так, когда все займут свои позиции, и пока пишем свечу. Ну, из нас светлячок не очень хороший, но все. Чтобы остальные знали, что я один танк жертвую. Ну, это же Светляк, это жертва же ведь. Это первая жертва ради того, чтобы нанести потом урон по тем, кто нанес нам обиду. Мы не сильно близко будем подбегать. Так, по возможности избежать подбития. Удалось нам, пока не удалось, не знаю, но посмотрим, что будет происходить дальше. Да, тут целый наезд на танк. Давайте мы поколошматим его. Да, даже вот прибрали к нему. Так, ну мы, в общем, таким образом ввязались даже уже в боевые действия. Ну, будем биться теперь. Наша задача теперь выводить из строя. Точнее говоря, помогать высветливать то, что и так уже на виду. Ну, короче говоря, отвлекать каким-то образом внимание на себя. Даже здесь, ну, нас подобрали, да. Конечно, мы глупо вылезли вот именно под дуло наших врагов, соперников. но каким-то образом пытались отвлечь на себя внимание. Если там сзади могли игроки подобрать, то теперь будут подбирать. Ну, вроде бы сейчас пока игра идет в нашу пользу. Посмотрим, что будет дальше происходить. Ну и вот эту танку забить надо будет, да? Да, его забили, подобрали. Поехали дальше. Ну, в этой игре вроде бы как должны взять верх над соперником. Но теперь этот танк подобьет. Должен подбить, по крайней мере, да. Все, его взяли в оборот. Но теперь даже захватили базу. Тоже, да, вариант светлячка. Наезжать, заезжать, подбивать
Появляться там, где не ждут. Ну, тоже да. Это вариант светлячка. 10-4 счет идет. Но пока еще не фатальное преимущество, но практически. Если еще один танк подбиваем, забиваем какой-нибудь тяж. Ну да, оказался бедный танк среди четверых. Все, с ним покончено. 12-4. 13-4, но это уже фатальное преимущество. Да, с захватой. Да, тут друг на друга наезд. Ну, вот эти два танка, я сейчас думаю, быстро разберут с обеих сторон. Да, тут как шакалы, как гиены набрасываются на свою жертву. Все готовы разобрать танк и заработать еще на этом очки. Каждый хочет добить его. И добивает. Ну, сейчас еще несколько выстрелов. И последний тяж отправится в ангар. Ну и так, мы тоже отправляемся сейчас в наш собственный ангар и посмотрим наши результаты, нашу полезность. Ну да, как светляк мы сработали только с одним танчиком. Ну и результат нашей игры, мы уже ввязались в игру. В общем, он такой относительно скромный, но даже вот с присвоением третьей степени классности. Ну и вот с вами был, исследовал Кромвель как светляк, игрок Тадархан.